Ребят, всем привет! Я снова в лесу. С рыбалкой пока не получается. Погода, ребят, не дает выехать. Каждый день дожди, грозы, ураганы. Сегодня ночью такой дождь был, жесть вообще. Ну и сегодня вот опять в течение дня гроза, дождь, ливень. Короче, пока не до рыбалок. Можно, конечно, ехать, ну, блин, мокнуть что-то неохота. Сидеть в палатке. Как-то такое себе, ребят. 8 утра я в лесу. Решил заскочить в бор, погулять. На днях здесь был. Кто смотрел, немножко подсобрал. Вот желание появилось еще раз съездить. Покушали свежих грибов. И грибницу варили, и жарили. В общем, все великолепно. 8 утра, ребят, дышать нечего. Душно, вообще жесть. Тяжко. Ну, понятно, что летний, как бы, костюмчик. Но
футболки не походишь. Моментально снесут. Очень много оводов. Вот подбрызгался вроде более-менее. А так просто лепят, ребят, лепят. Вот. Зашел уже, 2 штучек нашел на входе. Вот. На какой-то улов не располагаю, так как первый выход, ребята, он такой маленький. Они вышли чуть по чуть. Вот кто успел, тот и съел, как говорится. И барандучки, и барсучки, и люди, понятное дело. Всем нужно, все немножко забрали. Вот. По бору пробегу. Так. А потом поеду в аппендицит, так называю, места, которые, ну, такие, знаете, укромные. Мало кто знает. Спрятанные. Посмотрим, что там. Короче, погуляем по лесу, ребят, побалдеем. Погнали. Он прям у дерева. Ребят, красавчик стоит. Да, прямо у дерева. Вот такой красавчик. Опа. О, сказочно, ребят. Осенью, конечно, поприятнее, ребят, в лесу. И прохладно, и комаров, гнуса не так много. Вот. Ворон где-то. Вот. Так, третий, ребят, в копилочку. Сегодня я с корзиной. В прошлый раз с пакетом был. Ну, потому что не знал, есть грибы, нету. У нас 27 июня сегодня, ребят. Вот. Первые грибы. Республика Коми. Собираем. Сразу скажу. Выкручиваем, срезаем, выдираем, ребят. А уже 1000 раз повторяюсь. И надоело уже повторять, что без разницы. Почитайте, ребят, если кто там топит. Понятно, вас бабушка с дедушкой научили, сказали, вот, надо срезать. Это правильно. Вы, естественно, всю жизнь срезаете. Ну, а на самом деле, ребят, без разницы. Так что, прежде чем написать, почитайте информацию. В интернете есть много чего про грибов. Там популярно написано. Тихая охота, ребят, 20-25, погнали. После дождичка немножко сыровато, но я сегодня в сапожках. Так просто на коленке люблю садиться, когда гриб нахожу. Ноги уже сырые. Так пролетел, нормально. Вот еще один, ребят. Да. Красавчик. Сразу оглядываюсь, потому что, возможно, где-то рядом еще. Вот какой. А вот еще, видите, ребят, рядом-то братик стоит. Молодой вообще. Только-только полезли. А вот еще там, ребят, один. Я говорю, сразу нахожу гриб, сразу делаю осмотр данного места в радиусе 5 на 5, допустим. Посмотрели, ага, занимаетесь, потому что сейчас я присяду, и у меня ориентир уже собьется, и, возможно, я пойду не туда, а куда-то туда. Но у нас там стоит, ждет. Сразу максимально, ребят, убираю мох, грязь. Ну как грязь, ребят. Здесь получается бор и красноголовики боровые. Это вот не на которые на полях растут, знаете. Здесь очень красивые, вкусные грибы. Просто в народе подосиновик. Мы их называем красноголовики. Хотя у них шляпки бывают и оранжевые, и красные, и даже белые. Коричневые и всяких цветов радуги. Не знаю, с чем связано. Возможно, как-то с местом. Ладно, там стоит еще один.
О, какой, ребят. Прям смотрите, как вылез с мхом, так и стоит. Вообще красавец. Ох, там какая нога, ребят. А тут, ребята, вкусняшка, что ни на есть. Чага. Нарост чаги. Срезать не буду. Нет потребности. Вот навар, нарост вот этот. Сушишь, завариваешь потом. Очень полезный напиток. Мочегонка. Многие путают, ребята, с трутовиком. Наросты такие грибы есть. Это совсем не то. Вот. Потому что на березах. Вот я сейчас вам покажу, ребят. Вот эта чага была черная. А вот это трутовик. Вот. Они бывают огромные. Кстати, есть легенда, что если поджечь трутовик, он тлеет и хорошо отпугивает комара. Тоже, ребята, брехня, я проверял. Все это хрень. В общем, там чага, ребята, а вот это трутовик. Не путайте, если собираете, ни в коем случае не пейте. Такие дела. Да, ребят, выход небольшой. Вот. В прошлый раз я собрал сколько, не знаю, там. Ну и в целом наблюдаю, что как бы поскольку. Вот. Местами прям, знаете, где-то попадается, а где-то прям ходишь просто, вот, ну, просто нет. А у меня очередной, ребят. Красавчик. Время летит, ребят, прям вообще незаметно. Вроде ждешь, весна, налим, плавно переходим в летнюю рыбалку. Что-то бац, уже все, уже июнь, ребят, заканчивается. Сейчас июль, там смотришь август, и уже доставай жерлица. Ну вот она вот так, ребята, просто не летит, просто я не успеваю. И охота вот как-то вот и туда, и там, и это попробовать, и это. Ну вот, июня уже нет. Какой-то, ребят, погрызанный. Или так родился, нет, скорее всего. Вот эти дырки, ребят, делают слизни. Очень они обожают, видите, аж дырявят. Вроде гриб-то небольшой, а вот слизь уже поработал. Но это ничего не вредно, как бы. Это нормальное явление. Так бывает. Красавчик, ребята. Тут где-то осы, что ли, жужжат.
опасно. Вроде звук техники, ребят. Здесь, так как основной дороги нету, такая как тропинка. Ну вот на мотике или на мотоблоке, как местные у нас вот ездят, можно проехать. Одна дорога. Или за грибами приехали. Ну, пуля пошла все-таки, все равно, что первый выход, все хотят подсобрать. Хотя бы на жарежку. Хотя бы вот столько. Или на рыбалку. Тут через борт как раз дорога на реку. Сейчас потеешь, ребят, и антикомарин. Вот. А опасно, ребят, после грибов тереть лицо, особенно глаза. Особенно детям. Можно повредить слизистую. Очень охота почесать именно, пот вытереть и так далее. Да, нету. Надо ехать в аппендицит, ребят. Ой, там красота стоит, ребят. Парочка такая. Красавчики прям. Два брата. Толстоногие. Ой, блин. Красавцы вообще. Вот картина, ребят, прям приятная такая, знаете. Очень круто. Я, как и сказал, местные, деревенские, поехали на рыбалку. Боровые красноголовики, ребят. Красавцы. Самое главное, что чистые. Приятно. Берешь как бы полноценный гриб. А вон там еще стоит. Вот буквально, ребят, рядышком. Два рядом и вот еще один малыш. Только-только вылез. Вот так, грибочек за грибочком, ребят, и потихоньку набирается. Он уже штук с десяток побольше, может, уже надыбал. Ну, понятно, что это прям не вал, когда они прут, они прут. Но все равно потихоньку гуляешь, чуть по чуть царапаешь. Как говорится, копейка рубль бережет. А вода вроде побрызгался, вроде не кусает, но все равно за тобой летают. Рой. Чего-то ждут, блин. Еще, ребят, парочка. И еще парочка. Опа. Выкручиваем потихоньку. Раз. И два. Вот такие два красавца. Как-то тут такая низинка типа. Вот такие места надо заходить. Хопа, заглянуть. Их хорошо сейчас видно. Это не боровики. Боровики коричневая шляпка. Сдалека не увидишь. А такие фонарики видно. Еще два в копилочку.
Вот еще, ребят, красавчик. Спрятался тут под веточками. Вот такой красавец. Кручусь тут на одном месте, ребят. Так, туда-сюда, туда-сюда. И все четко работает. Два штучки. Два красавчика. Первый. Второй. Прям сдалека увидел. Вон, видите, еще третий. Вот. Их просто не видно еще в мху. А кто-то вообще под мхом еще. Вот они потихоньку вылазят. Допустим, вчера, возможно, вот этот даже его и видно не было. Сегодня он уже торчит. Красота. Лепят, прям лепят. Три штучки еще в копилочку. Самое главное, что чистые, ребят. Бывает же просто, ну прям под шляпку, просто выброс. Грибов вроде много, а берешь 70%. Постоянные вопросы, что делаете. Понятно, ребят, жареные с картошкой, это классика. Кто-то любит грибницу. Вот. Но опять же, грибу рось. Вот, допустим, этот красноголовик, он так немножко похрустывает. Очень нравится. Белый, он такой более, как, не знаю, такой он мягенький, что ли. Естественно, отвариваем, замораживаем, консервируем, сушим. Вот с красноголовиков, ребят, очень крутая получается грибная икра. Отвариваешь, перекручиваешь на мясорубке с луком, с чесночком. Это классная закуска. Прям просто мажешь на хлеб. Или какие-то пирожки сделать. Да что угодно. Пирог. На любителя, в общем. Мы грибы с детства употребляем. Соответственно, как бы для меня это, ну не знаю, деликатес какой-то. Как для кого-то, не знаю, что-нибудь там, как утка. Так что здесь, как говорится, на что гораздо. Ну, понятно, что вот свежие, конечно, это жареные грибы, ребят. Сейчас вот первую ходку мы просто жарили без картошки. Два штучки прям, ребят, красавчики. Опа, раз, два. Вышел на мотоцикла, прогулялся, говорит, ну что, пол корзинки отборных малышей. Это
То, что еще с утра были люди, следы, потому что свежие, и сейчас там свыше голоса гуляют. В общем, пойдем по аппендицитам. Корзинку надо добить. Корзинка небольшая, но желание есть. Так что сейчас переедем. Местечко здесь недалеко. Заглянем, посмотрим. В общем, так погуляем. Там 2-3, там 2-3. Смотришь, что-нибудь наберем. Поехали. Кайфую, конечно, ребят, от техники. Вот что вот этот аппарат прям для этих целей. Как-то так, аккуратненько. Спасибо, Барочек. И на этом, как говорится, поедем в другое местечко, сгоняем. Так, ребят, ну что, аппендицит. Так, вроде болото, и тут такой небольшой борик. Вообще маленький. Так, зашел тут посмотреть. Вроде стоит. Вот бывает, когда ажиотаж, деревенские собирают грибы. Вот такие места часто выручают. Но все, как правило, в барах гуляют. Кто знает, конечно, заходит. И бывает, что ну ходишь, тут прошли, там прошли. А тут хоп, зашел сразу. 2-3 ребята снял. Красота. Там 2-3 снял. Смотришь и подсобрал. Вот, пожалуйста, ребят, 3 штучки, смотрите. Как с куста. Хорошие. Хорошие грибы. О, какие красавцы. В общем, я уже сюда, ребят, не зря зашел. Смотрите, какие толстоногие. Нога чистая. Максимально забираю мясо. Три штучки, как с куста, сразу. Вот. Отлично. Отлично. Старая ловушка, ребят, на боровую птицу. Вот все, что осталось от нее. Тут такой дворик, перегородка. Чистится лопатой до песка. Боровая птица любит камешки. В общем, и вот такая жерть. Птица заходит, срабатывает. Жерть поднимает, птица висит. Ни мыши, никто не трогает. Раньше занимались. Уже, видите, от нее ничего не осталось. Раньше занимались, да. О, еще два. Еще два, ребята. Ну, что-то какие-то слабенькие, мягкие.
Опять гремит, ребят, чувствуется, парит жестко. Вот так целыми днями, блин. Надоела уже погода. Ну, не густо, ребят, не порадовал. 4 штучки забрал. Так, крутанулся. Нету. Ну, на этом спасибо. Как говорится, не зря все-таки зашел. Тем более я на мотоцикле. Бам-бам, переезд. Поедем сейчас на один еще пятачок заедем. Ладно, Барок, спасибо. Когда-то, не помню, здесь вроде с Юрьевной было 70 с лишним белых, ребят, именно на этой точке. Вот что-то ходили. Тоже там народ. Я говорю, пойдем зайдем. Короче, корзина сразу полная. Вот так вот. Переезжаем, ребят. Тут есть еще небольшая полянка такая. Заскочим на нее. В целом даже можно заехать туда, ребят. Что нам будем заходить? Тут тоже на окраине бывает стоят. Так, вроде ничего не видать. Вот такие поляночки тоже бывают, обхожу. Вон дорога идет. И вот такие борики. Ну, белый стоит. Такой пожамканный. Ладно, сейчас выеду, будем думать, что дальше. Фу, ребят, ну видишь, духота, блин, а. Вообще жесть. Хоть кусок взял, так хоть смачиваю. Так, оставляю мотоцикл, захожу в корзину даже. Залетаю и этот. Быстренько хоп-хоп, нет, выхожу. В общем, месту рось, ребята, это всегда так было. Вот вроде бор, да, недалеко. Все то же самое, а вот грибов здесь нету. Первые грибы тем более. Короче, будем завершать, наверное. Можно было, конечно, съездить в другое место. Ладно. Пол корзинки, ребят, честных, наших. Отлично, я считаю. Классный результат. Молоденькие, все такие, ребят, отборные. Так что тут полноценных 2 хороших сковородки жареных грибов. Тем более первые. Это еще так, баловство, ребят. Основной сбор грибов будет осенью. Так что такие дела. Погулял, что вообще классно. Только вот жарко и душно, и много оводов. А так вообще отлично. Поеду домой, ребят, в общем. Нормально. Хватит и нам, и маме, и в общем. Вот так, за глаза. Свеженьких покушаем. У нас еще заморожено с прошлого года есть, ребят. Грибов мы много затариваем. Так что такие дела. Успеем еще погулять. Ну и будем ждать погоду. В общем, планы есть, планов много. Охота и туда, и туда. И вот пока вот из-за погоды так особо не рвусь куда-то прям с ночевками.
пока дела, короче, делаем. Вот так выскочил на 2 часика, погулял, как бы и нормально. Такие дела, ребятки. Так что все впереди. Ну, я считаю, результат отличный, ребят. Июнь месяц, сегодня 27 июня. Первые грибы. Отлично. Поперли домой. Ну, а вам желаю, ребят, хороших охот, тихих. Потому что я грибы очень люблю собирать и показываю на канале. Хотя многие говорят, вот вроде канал о рыбалке. Нет, ребят, канал не только о рыбалке. Канал именно обо всем, так скажем. О рыбалке не только, так скажем. Во. Потому что рыбалка это, ну, рыбалка это громкое слово. Но до рыбалки, за рыбалкой, ребята, после рыбалки, это тоже очень много чего интересного. Такие дела. Все, братцы, давайте. Всем удачи, на связи. Поедем мы с этого ада. Уже надоели эти вода. Сейчас газу дадим. Фу, хорошо будет. Ну и гремит опять туча с той стороны. Вот она таки крутит, ходит. Где-то ливанет, где-то ливанет. Так что как-то так. Все, братва, погнал. Давайте, берегите себя. На связи. Опа.